А уже завтра в Астане начнет работу очередной съезд судей. Один из его участников – Сакен Абдулла. Судья Верховного суда, председатель Союза судей. Моему коллеге Илье Кудрякову удалось встретиться с ним и понять, какие вопросы сейчас наиболее важны для судейского корпуса страны. Смотрим нашу традиционную рубрику «Интервью». Сакен Журсипахметович, здравствуйте. В последнее время набирает популярность практика онлайн-трансляции судов. Да. Это говорит об открытости судов, следовательно, доверие возрастает. Расскажите, может, есть какие-то планы сделать этот процесс чаще? Ну, знаете, это мое личное мнение. Куда чаще, практически сейчас, если вы помните, для всех нас, в том числе для судебного корпуса, был большой стресс. Я вот вспоминаю, тогда я работал в Актюбинском областном суде, и когда у нас такие времена наступили коронавируса, то вообще вопрос стоял. И я вам так скажу, во многих государствах, даже в развитых, судебная система стала буксовать. Это не в порядке хвастовства, но судебная система Казахстана, она как работала, так и работает. То есть у нас сбоя не было. Я пользуюсь случаем, конечно, это мои мысли. Хотелось бы, чтобы наше население, наши стороны, которые в процессе находятся, в том числе адвокаты, защитники, немножко относились к себе, во-первых, с уважением, и к судебной системе в целом. В целом, расскажите, с какими проблемами сейчас сталкиваются судьи, суды Казахстана? Какие проблемы самые актуальные на сегодня? Какие нужно решать? И, может, уже есть наработки, как это сделать? Ну, на сегодняшний день это, на мой взгляд, большая нагрузка судей. Тех, которые рассматривают дела, скажем, в Алмате, в городе, в Астане, в Шымкенте, в некоторых областных центрах. Почему? Потому что все равно тогда, когда вал, когда ты как работаешь на конвейере, у тебя времени практически не остается на размышления. Судья же не только руководствуется законом, но мы не просто эти слова, он внутренним своим убеждением, своей совестью выносит решение. В любом случае он не робот, он должен это через себя пропустить. Свыше 90%, я хочу здесь отметить, она вступает в законную силу. То есть сторонами обжалуется максимум где-то плюс-минус там, если по гражданским до 7, если по уголовным, скажем, плюс-минус 1, 2, ну 3%. С такой нагрузкой, тем более у нас 300-400, около до 400, 300 с лишним вакансий ежегодно, последние 3-4 года. И последний вопрос. 5 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан. В частности, это создание кассационного суда. Что это за суд, как он работает? Если обратиться к Конституции, то в Конституции записано черно по белому. У нас раздел суды, судебной системы делится на Верховный суд и иные местные суды. То есть все остальные у нас будут местными судами. То, что вы говорите кассационный суд, если Конституцию не изменят, если что-то не изменится, то на сегодняшний день, как юрист, как судья, я просто обязан вам разъяснить, то это будет местный суд. Ну, варианты предлагает, закон-то уже приняли, с 1 июля 2025 года будет введено в действие. Ну, сейчас предусматривается, по крайней мере, так готовится, что будет один кассационный суд по уголовным, один кассационный суд по гражданским и один кассационный суд по административным делам. Место дислокации в столице в Астане. Спасибо большое, что нашли время прийти в студию, ответить на наши вопросы. Желаем удачи в вашем дальнейшей работе. Спасибо.